Степановской площади ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, солдатам победы! Ура! Заставляет любого, оно как огонь зажигает сердца. Зажглась на небе яркая звезда в тот майский день, когда пришла победа. И пусть бегут безжалостно года, им не затмить тот яркий лучик света. Победа в сердце каждого живет, она во мне, как праздник самый светлый. Он никогда, я верю, не умрет, ведь он бессмертной памятью согретый. Все меньше вас, участников войны, но вы в строю, солдаты и ветераны. Все так же нежно в эти дни весны вам внуки дарят красные тюльпаны. Митинг, посвященный 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, открывает глава администрации муниципального образования городского округа Сыктывкар Иван Александрович Поздеев. Митинг, посвященный 70-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Слово предоставляется главе Республики Коми Гайзеру Вячеславу Михайловичу. Уважаемые ветераны войны и труженики тыла, дорогие земляки, поздравляю вас с 70-летием победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года навсегда останется священной датой для нашей страны. Днем победы советского солдата в самой жестокой и кровопролитной войне. Днем освобождения всего мира от фашизма. Мы всегда будем помнить, какой ценой заплатил наш народ за право жить в мирное время в свободной стране. Мы отдаем дань глубокого уважения и огромной благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу, кто ценой жизни, здоровья, неимоверных усилий приближал победу. Мы вспоминаем всех, кто не вернулся с полей сражений, кто был замучен в концлагерях, не пережил блокаду Ленинграда, умер от голода, скончался от тяжелых ранений уже в послевоенные годы. Предлагаю почтить память павших минутой молчания. Спасибо. Дорогие ветераны, мы говорим огромное спасибо вам, поколению победителей. Своим примером вы показали всему миру, что значит быть настоящими патриотами, гражданами своей страны. Вы доказали, что любовь к родному дому и к своему отечеству сильнее самого страшного врага, а самоотверженный труд может в рекордно короткие сроки поднять страну из руин, сделать ее великой державой. Всенародный праздник Великой Победы объединяет всех нас, наполняет души людей разных поколений, национальностей и вероисповеданий гордостью за свое Отечество, верой в неисчерпаемые силы своего народа. Наша задача сегодня быть достойными вашего подвига,
Наш святой долг не допустить повторения тех страшных событий. Передать историческую правду о войне всем последующим поколениям. Сделать все для того, чтобы вы, наши дорогие ветераны, были спокойны за будущее своей страны, своих внуков и правнуков. И мы вас не подведем. Дорогие фронтовики и труженики тыла, низкий вам поклон за стойкость и отвагу, за ваш бессмертный подвиг, за великую победу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия, мира и добра. Уважаемые жители Республики Коми, поздравляю всех с самым главным праздником нашего народа. С Днем Победы! Ура! Государственный флаг Российской Федерации. Знамя Победы. Знамя 28-й Невельской краснознаменной стрелковой дивизии. Вперед! Война! Лево! Войска Сыктывкарского гарнизона для парада во знаменование 70-й годовщины Победы Великой Отечественной войны построен командующий парад подполковника класса. Поздравляю вас с 70-й годовщиной Победы Великой Отечественной войне. Ура, товарищи! Товарищ глава Республики Коми, войска Сыктывкарского гарнизона во знаменование 70-й годовщины Победы Великой Отечественной войны построено. Начальник гарнизона полковник Салимов. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, товарищи генералы, офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, поздравляю вас с Днем Великой Победы! Ура, товарищи! К проведению парада приступить. Вольно! Парад! Смирно! Торжественному маршу! Народно! На одного линейного дистанция. Знаменная группа прямо. Остальные направо. Ранение направо. Шага. Марш! Государственный флаг Российской Федерации несет старший лейтенант Олег Глушков. Его ассистенты старший лейтенант Николай Синицкий и старший лейтенант Михаил Чернивский.
Почетное право нести копию Знамени Победы предоставлено старшему лейтенанту Степану Гущину. Его ассистенты — прапорщик Иван Черепанов и прапорщик Сергей Шананаев. Знамя 28-й Невельской краснознаменной стрелковой дивизии несет старший лейтенант Денис Петров. Его ассистенты — старший лейтенант Алексей Латипов и старший лейтенант Айрат Бекужан. На площадь выходят кадеты школы номер 31 города Сыктывкара. Это участники всероссийских слетов кадетского движения. Обладатели, которые настоящих граждан своей страны, воспитанных в духе благородства, воинской чести, доброго товарищества, крепкой дисциплины и беззаветной любви и преданности Родине. Девиз участников кадетского движения: «Живу в России и горжусь этим». Для прохождения торжественным маршем на площадь выходят военнослужащие Центра подготовки личного состава внутренних войск МВД России. Право нести боевое знамя Центра на параде предоставлено майору Виталию Маморику. Его ассистент майор Алексей Степанов. Центр подготовки личного состава внутренних войск МВД России был создан в ноябре 2013 года приказом министра внутренних дел Российской Федерации на базе учебного инженерно-саперного полка. В настоящее время Центр обучает младших специалистов инженерной службы по 11 специальностям. Более 20 тысяч выпускников Центра принимали участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона, где с честью выполнили свой воинский долг. Высокого звания Героя Российской Федерации посмертно удостоен сержант Белодедов Александр Николаевич и младший сержант Кузиновский Александр Юрьевич. Семеро военнослужащих воинской части награждены орденом Мужества посмертно. На Степановской площади знамя Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми. Возглавляет парадный расчет полковник внутренней службы Евгений Белов. Почетное право нести знамя предоставлено старшему лейтенанту внутренней службы Николаю Пастухову. На площади парадный расчет сотрудник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, которые с честью несут особый вклад в дело исполнения уголовных наказаний. Парадный расчет возглавляет старший лейтенант внутренней службы Евгения Новикова. Для прохождения торжественным маршем на площадь выходят сотрудники Управления по конвоированию, Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми. Сотрудники управления безупречно выполняют задачи по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Парадный расчет возглавляет полковник внутренней службы Олег Танценебин. На площади парадный расчет сотрудников исправительных учреждений Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, которые твердо стоят на защите интересов граждан, общества и государства, обеспечивают законность и четкое исполнение судебных решений. Парадный расчет возглавляет майор внутренней службы Николай Игнатов. На торжественном параде проходит расчет Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Коми. Руководит управлением главный судебный пристав Республики Коми Андрей Торн. Особого назначения. Колонну возглавляет полковник полиции Иван Жданский. Сотрудники Сыктывкарского ОМОНа выполняют задачи по проведению специальных операций. Большинство офицеров и бойцов подразделения за мужество и отвагу при выполнении задач награждены государственными наградами. У трибун появляются подразделения ветеранов воздушно-десантных войск и войск специального назначения. Командир подразделения гвардии сержант Сергей Копылов. С нами несет гвардии старший сержант Александр Миненков. За отвагу и мужество награжденный медалью Суворова. Знаменной группы кавалер ордена мужества гвардии старший сержант запаса Александр Куликов. Продолжая славные традиции героев
начальника главного управления полковник Николай Семенов. Многие из сотрудников главного управления, участвующие в сегодняшнем параде, участники боевых действий в Северокавказском регионе. 150 человек награждены государственными наградами за героизм и мужество, проявленные при ликвидации пожаров и стихийных бедствий.